Волонтер Алданского медицинского колледжа поранила руку, и девушке требуется помощь. Остановка кровотечения, обработка кожи и наложение повязки. Весь алгоритм действий на практике продемонстрировали дошколята. Приемный покой развернулся в одной из аудиторий колледжа, а пациентке было совсем не больно. Спасибо за терпение. Соревнования среди дошколят в компетенции «Сестринское дело» состоялись в рамках регионального этапа чемпионата «Профессионалы». В состязаниях силы попробовали 5 будущих медбратьев и 1 медицинская сестра. Воспитанница детского сада «Снежинка» Вероника до недавнего времени хотела стать стоматологом. Готовясь выступать на чемпионате, девочка увлеклась педиатрией. С заданием справляется наш ребенок хорошо. Я очень рада, что у него память хорошая, как бы сказать, да. И мне нравится, что такое профиль «Дети 2024». Это очень интересно для наших детей. Первый раз, конечно, но мы довольны. Обработка раны составила 1 из 4 этапов чемпионата для дошколят. В ходе теоретической задачи участники должны были разделить обязанности врача и медсестры. Также будущим медработникам предстояло разобраться в аптечке и рассказать, для чего предназначены лекарства, инструменты и расходные материалы. Таблетки. Это твердая дозированная лекарственная форма. Шпатель. Используется для осмотра полости рта. Детки, конечно, все молодцы. Задания, конечно, сложноватые, соблюдение асептики, медицинские термины, но они справляются, они очень умницы и молодцы. Будущие медицинские работники. Пока один участник боролся с очередным заданием, его соперники проводили время в комнате игр и совсем не волновались. А вот педагогам и родителям сохранять спокойствие составило куда больше труда. Конкурс сложновато, то, что очень термины тяжеловато для детей. А так было интересно. Но вы знаете, я на таком мероприятии первый раз. Я вообще в восторге от наших детей. И благодарю наших медицинских работников, наших воспитателей за то, что они их так замечательно подготовили. И даже некоторые их ответы прямо вот удивляют. На заключительном этапе соревнований участникам предстояло показать навыки по тактической медицине. Дети попробовали себя в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов. Заданная трасса оказалась достаточно сложной. Впрочем, ребята прошли ее эффективно, преодолев препятствия без потерь. Взлет-посадка у нас зоны взлета, пролетание управляют, пролетая в обруч, возвращаются и на зону посадки возвращаются на свое же место. В тактической медицине летательные аппараты могут быть использованы для доставки медикаментов, для введения, например, если какие-то поисковые действия, тоже заблудившиеся с помощью беспилотных, мы обнаруживаем пострадавшего и также доставляем медицинские средства, что необходимо. Накануне чемпионата для юных участников была проведена тренировка, в ходе которой они учились запускать дрон и управлять ним. Навыки операторской работы дети осваивали с неугасающим интересом и огромным удовольствием. Но с дронами, конечно, нам было тяжеловато, как девочки. Потому что мальчишки больше как бы в технике понимают, а девчонки... Но она с удовольствием ходила. И мы рады, что участвуем в этом. В состав экспертов вошли преподаватели медицинского колледжа, сотрудники Алданской ЦРБ и представители районного департамента образования. Мнение судей было единогласным. Дошколята показали хороший уровень знаний и несомненный интерес к медицине. Конечно, вы знаете, они настолько сосредоточены, настолько, и, как мне говорят воспитатели, они даже когда репетировали, они приходили и все всем своим детям рассказывали в группе. Поэтому я думаю, что после сегодняшнего мероприятия все дети в группе будут знать, что такое шпатель, что такое термометр и шприц и так далее. Наши докторята, так называют детишек студенты и преподаватели медколледжа. Профориентационная работа с воспитанниками детских садов и младшими школьниками ведется в течение учебного года. С детства мы закладываем, чтобы знали дети о профессии. Ну а медработник нам сам Бог, как говорится, колледж рядом, детский сад рядом. И это очень хорошо. Кем стать в будущем? Дошколята серьезно задумываются об этом уже сейчас. Профориентация является важным направлением деятельности образовательных учреждений. Получая целостную картину о мире труда и профессий, детишки пытаются определить в ней и собственное место.
Конечно, полезно, так как медицинских работников, особенно средний медицинский персонал, сейчас идет очень большой отток. И я считаю, что это нужно, и навыки развивать нужно прямо с дошкольного возраста. Соревнования среди самых юных будущих профессионалов завершились, и дошколята передали эстафету старшим товарищам. Знаниями и умениями в компетенции «Лечебное дело» померились студенты и школьники. Считаю, что очень хорошо, что со школьной скамьи они уже готовы к к своей будущей профессии. Они уже будут понимать специфику своей профессии, ну и куда они уйдут работать. На конкурсной площадке в категории «Юниоры» сошлись учащиеся 8 и 9 классов из Нерюнгри, Алдана, Татинского, Чурапчинского и Усть-Алданского районов. Диспансеризация, профилактические меры, реабилитация, лечебная деятельность и оказание экстренной помощи – ребятам предстояло найти решение профессиональных задач по каждому из этих направлений. Конечно, да. Здесь, если учащийся участвует в этом чемпионате, да, он уже, значит, в будущем думает поступать в медицину. И я думаю, что это будут не случайные люди в медицине. То есть у них уже на первом этапе для поступления в дальнейшем медколледж будут уже свои основы какие-то, да, знания профессиональные. Ну, думаю, это очень им поможет в дальнейшем. Площадкой проведения регионального этапа чемпионата «Профессионалы» Алданский медколледж стал впервые. Между тем, с таким форматом работы преподаватели и студенты знакомы. В стенах кузницы медицинских кадров района ежегодно проходят как демонстрационные экзамены, так и профессиональные олимпиады. Наряду с уровнем профессионализма эксперты оценивали отношение потенциальных медработников к больному и его близким, коммуникабельность и доходчивость объяснений. Чемпионат проходит на высоком уровне. Тут собрались самые сильные, которые выиграли в своем районе. Я считаю, что этот конкурс профессионального мастерства – это очень хорошая профориентационная работа для школьников. То есть они выбирают тут будущую свою профессию. И это им в будущем очень поможет, конечно. Перед выполнением заданий никаких зубрежек и повторений, а волнение и напряжение участники снимали в комнатах психологической разгрузки. На данном конкурсе я оказываю психологическую поддержку участницам. Мы используем арт-терапевтические методы расслабления, нервно-мышечную релаксацию, дыхательные упражнения. Также проводим групповую работу на сплочение, на командообразование. В этом зале развернулась конкурсная площадка для студентов. Предположительно инфаркт. Такой диагноз поставил прибывший на вызов фельдшер. Мужчина 65 лет жалуется на жгучую боль в области сердца, отдающую в руку и шею. Медработнику предстоит провести дифференциальную диагностику, оказать пациенту экстренную помощь и после неотложных мероприятий передать больного реанимационной бригаде. Это условие задачи одного из модулей. Было очень тревожно, потому что когда заходишь на площадку на первый модуль, начинает очень сильно биться сердце, и сразу все вылетает из головы, забывается. Но в такие моменты нужно взять себя в руки обязательно и понять, что на площадке как будто бы никого нету. Мы одни, у нас свой ФАП, мы должны помочь пациенту, то есть обязательно провести это все. Поэтому после того, как мы собрали себя в руки, уже все становится гладко, все вспоминается, в голову все опять приходит. В соседнем кабинете фельдшер оказывает помощь пациенту, страдающему бронхиальной астмой. По легенде, недавно молодой человек перенес ОРВИ. Медработнику необходимо оценить состояние больного, выполнить определенные манипуляции и дать назначение. Сложновато, и во время очень сложно уложиться на самом деле. А так, для меня тяжелее диагностика, где слишком много движений, чем та же самая скорая помощь экстренная, где нужно все быстро сделать и помочь спасти пациента поскорее. В региональном этапе чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Лечебное дело» в категории «Студенты» знания на суд экспертов представили 6 участников. Это обучающиеся медицинских среднеспециальных учебных заведений Алдана, Нерюнгри и Якутска. К соревнованиям участники готовились серьезно, но справиться с волнением оказалось непросто. Участвую в подобном конкурсе впервые. Не думала, что это так проходит волнительно. Конечно, мы здесь все очень переживаем. Бывают и форс-мажоры, и разные ситуации. Но это тренирует в нас точно стрессоустойчивость, мастерство. И, надеюсь, это нам пригодится в будущем.
Соперники разделяют точку зрения Александры. Участие в профессиональных соревнованиях помогает не только отточить профессиональные навыки, но и способствует формированию качеств, необходимых медработнику. Это в первую очередь умение принимать единственно верное решение и действовать оперативно. Для фельдшера вообще очень важно сразу собрать все жалобы и понять, какое заболевание у пациента, потому что мы ставим первичный диагноз, то есть неуточненный еще. И для того, чтобы спасти жизнь пациента, возможно, это какая-то экстренная ситуация, то нам нужно очень быстро сориентироваться. Диагностика и профилактика, лечебная деятельность, оказание экстренной и неотложной помощи. В рамках регионального этапа студентам предстояло выполнить задания по 6 модулям. По словам участников, ситуационные задачи оказались довольно сложными. Впрочем, эксперты оценили хорошую подготовку и прочные знания как школьников, так и студентов. В состав судейской коллегии вошли практикующие медработники ряда медицинских учреждений республики. Разногласий не возникает, потому что много представлено индустриальных экспертов, не только нашей Алданской центральной районной больницы, но приехали эксперты со станции скорой помощи города Якутска, приехали из города Нерюнгри, поэтому все обсуждается, все вопросы решаем. Главная ценность этих соревнований в том, что идет тесное сотрудничество между профессиональными учреждениями и работодателем. То есть победители данных соревнований, участники, они могут пройти стажировку на рабочих местах. Это станции скорой медицинской помощи, это центральные районные больницы. И, конечно же, впоследствии это трудоустройство. И таким образом мы видим изначально со студенческих лет наши будущие кадры. Стоит отметить, что соревнования проходили не только между будущими медработниками. Конкурс был объявлен и между площадками проведения чемпионата. На сегодня участвуют более 30 регионов по 2 категориям. Это категория «Основная студенты» и категория «Юниоры-школьники». А после проведения региональных этапов чемпионата по Российской Федерации лучший из лучших поедет защищать свой регион на всероссийский уровень. Где будет проводиться всероссийский уровень, пока неизвестно. Пройдет конкурс, выберут самые лучшие площадки, передовые площадки по России, и там будет проводиться отбор самых-самых по России. По итогам регионального этапа определились тройки лидеров, которые представят республику на всероссийской площадке. Как признались сами участники, чемпионат стал для них своеобразным порогом в профессию. Переступив этот порог, будущие медработники еще раз убедились в правильности своего выбора.